Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Случай в Перми, к сожалению, некоторых людей заставил обеспокоиться. Звонят, а в голосах чувствуется страх. По словам администратора казанского хостела, ЧП в Перми насторожило многих. Заволновались и родственники Екатерины Булейко. Девушка приехала из Омска на учебу. Признается, к выбору жилья подходит ответственно. Когда первый раз приезжала сюда, проверила, уточнила у администратора, есть ли пожарная безопасность, есть ли запасные выходы. Убедилась, поэтому никакой тревоги даже у меня не возникло. Пожарная сигнализация во всем хостеле стоит, полностью автоматическая, плюс есть пожарный выход. Отдельный вход, система пожарной безопасности, сигнализация. Это только часть требований к хостелам. Директор одного из мини-отелей Виталий Литвинов говорит, проверки проводятся ежегодно. Пожарная безопасность, Роспотребнадзор. В июле 2019 года, как раз перед открытием, мы прошли все проверки и получили обновленную лицензию до 2022 года. Хостелы появились в Казани 7 лет назад. Тогда столица принимала универсиаду, потом мировые футбольные первенства и, соответственно, миллионов туристов. Для многих хостел – бюджетный вариант жилья. Сегодня в столице республики больше 120 таких мини-отелей. Одно место от 350 рублей, что почти в 5 раз дешевле, чем в любой гостинице. Последние изменения в закон внесли в октябре прошлого года. Тогда хостел запретили в жилых помещениях. После трагедии в Перми, где в результате прорыва трубы отопления погибли 5 человек, заговорили о новых изменениях. Совет Федерации хочет запретить размещение в подвалах домов. Мы решили узнать у депутатов, стоит ли менять закон. Действующим законодательством, нормативным документом мер достаточно, просто не осуществлялись меры контроля. То, что в подвалах сегодня нельзя массовое скопление людей, мы уже не первый раз знаем. В той же Перми тоже в подвале же сгорели клуб. Поэтому в подвалах такие вещи допускать, я считаю, нельзя. Количество туристов в Казани за последний год приблизилось к 4 миллионам. Но пермская трагедия заставила задуматься не только о гостеприимстве, но и о безопасности. Сегодня мы объездили 5 хостелов, и ни один из них не был подвальным. Но если такие есть и новый закон примут, то им придется закрыться. Рамиль Галиуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.